Наш эфир продолжает брифинг оперативного штаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, доброе утро. Расскажите о пожароопасной обстановке в республике на сегодняшний день. Доброе утро. Сегодня на территории республики действует 41 пожар. Из них тушится 7, остальные в зоне контроля. На пожарах работает 429 человек, 18 единиц техники. За сутки локализовано 3 пожара, ликвидировано 6 пожаров. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава применялся воздушное судно. Также работал самолет-зондировщик Ан-26 с подвесным оборудованием «Веер». Он работал по Мирнинскому району. Сегодня в Мирнинском районе идут дожди. В приближенном и угрожающим населенным пунктам и объектам экономики пожаров нет. Спасибо за информацию. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот главные темы этого утра. Сегодня во Владивостоке начал свою работу 6-й Восточный экономический форум. Прямое включение наших корреспондентов с открытия форума. Фонд капитального ремонта продолжает проводить ремонтные работы в многоквартирных домах по всей республике. В 244 жилых домах планируется провести капремонт. В Якутске открылся детский театр регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. Расскажем об этом подробнее. Самый крупный пригород Якутска – Марху подключили к оптической линии связи. С сегодняшнего дня более 9,5 тысяч домов получили доступ к высокоскоростному интернету. Подробности в материале Петра Васильева. Строительство ВОЛС в Мархе и Соцсатал началось в начале этого года и завершилось в рекордно быстрые сроки. Всего на территории 2 пригородных поселений построили 237 километров волоконно-оптической линии связи, благодаря чему свыше 9 тысяч домохозяйств получили доступ к высокоскоростному интернету. Церемония запуска линии связи состоялась в Мархинской средней образовательной школе номер 1. У нас сегодня знаменательное событие, двойной праздник. Мы находимся в стенах Мархинской школы. У нас сегодня День знаний, и отрадно, что в этот замечательный день мы запускаем высокоскоростной интернет. Более 9 тысяч семей ждали этого момента. Сегодня у нас появилась возможность дать людям быть частью высокоскоростного интернета, зайти и пользоваться сетью всемирной наравне со всеми. Помимо этого, все 803 ученика школы также получили доступ к высокоскоростному интернету. Таким образом, все дети смогут получить более качественное дистанционное обучение в период пандемии COVID-19. Более того, для 186 многодетных и малоимущих семей из этого пригорода оператор связи до конца года установил скидку за доступ к интернету в 50%. В прошлом году, когда мы начали обучаться дистанционно, у нас выявились такие проблемы, что у наших семей не было интернета. Вообще нет возможности подключиться к интернету. И сейчас вот с введением высокоскоростного интернета дети, родители могут подключаться. И мы можем сказать, что уже какое-то количество уже семей, никаких проблем не будет к дистанционному обучению. С приходом ВОЛС жители Мархи и Соцсатал получат полноценный доступ ко всем современным сервисам – образовательным, культурным или развлекательным. Теперь у них появилась возможность более широко и свободно пользоваться всем спектром государственных и муниципальных услуг. С удобством оплачивать товары и услуги через интернет-сервисы. Мы уже активно, давно уже принимаем разные электронные ресурсы, работаем на разных платформах. Мы, во-первых, заполняем, вот, например, школа, но мы заполняем сетевой город, что обязательно нужен интернет и для учителей, и для родителей, и для учащихся. Марха и Сатал – это только начало пути. В ноябре этого года ВОЛС будет запущен в селе Хатасы, в декабре в жилом секторе Белого озера и на Хатын-Юракском шоссе, а уже в 2022 году в Кангаласах, Тулагина-Кельдямсах, Табаге, отдаленных районах Сайсарского и автодорожного округов. Таким образом, к концу следующего года все пригороды и отдаленные районы города будут обеспечены доступом к интернету.
Петр Васильев, Григорий Охлопков, Якутск. Сегодня в столице Дальнего Востока, в городе у моря Владивостоке, начал свою работу Восточный экономический форум. Программа мероприятия насыщенная. Якутия на форуме принимает участие с первого дня его проведения. Сейчас там работают наши коллеги. О деловой программе 6-го Восточного экономического форума нам расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Дмитрий, здравствуй, тебе слово. Коллеги, здравствуйте. Сейчас мы находимся на главном корпусе Дальневосточного федерального университета, где сегодня стартовала деловая программа Восточного 6-го Восточного экономического форума. Здесь будут работать ряд площадок. Также в рамках деловой программы будут состояться здесь круглые столы, дискуссионные площадки и другое. Ну а я хочу отметить, что здесь, в павильоне, где мы находимся, установлены несколько площадок различных министерств и ведомств. В рамках работы деловой программы Якутия представит здесь проект Жатайской судоверфи, а также строительство Ленского моста. Ну а мы можем сейчас вам показать несколько картин из работы сегодня Восточного экономического форума. Это у нас получается стенд Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, а также здесь площадка Почты России. Если далее двигаться, то там можно посмотреть площадку Роспотребнадзора. В целом хочется отметить, что сегодня в первый день глава Якутии, то есть делегация нашего региона, встретилась с представителями Mitsui, компании из Японии, где обсудили ряд значительных проектов, которые реализуются сегодня на территории нашего региона. В том числе хочется отметить, что в 2018 году благодаря этому сотрудничеству в поселке Тикси Улуса района установили ветроустановку. Этот вопрос также будет обсуждаться в течение проведения Восточного экономического форума. Также здесь будут особо отмечены вопросы защиты здоровья населения в связи с пандемией коронавируса, а также будут обсуждаться вопросы ветряных энергоустановок и другое. Более подробно мы будем освещать в наших следующих выпусках новостей. Будьте с нами. На этом у меня все, коллеги. Спасибо, Дмитрий. А я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Буквально через несколько минут с нами также на прямую связь выйдет еще один наш корреспондент, который тоже сейчас работает на экономическом форуме. Поменялись правила оформления трудовой книжки. Сведения в новые трудовые документы можно будет вносить с помощью штампа, а заверять записи при увольнении работника его подписью больше не понадобится. Кроме того, в трудовых теперь учтут интересы тех, кто работает удаленно. Новый порядок ведения и хранения трудовых книжек и вкладышей к ним утвержден приказом Минтруда, который уже вступил в силу. С прошлого года в России также вступил в силу закон о введении в России электронных трудовых книжек. При этом бумажный вариант сохраняет силу, и его можно использовать наравне с цифровым. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов продолжает проводить ремонтные работы в жилых объектах по всей Якутии. В этом году капремонт планирует провести в 244 жилых домах, из них в 50 в столице региона. Репортаж Ульяны Шагиной. Старую КПДшку на Ярославского 7 не узнать. За лето подрядчики фонда по капремонту провели здесь большую работу. Обновили фасад, поменяли крыльцо, установили новые балконные витражи и многое другое. Работы практически завершены и уже в сентябре планируют его сдать. 7 работы идут своим ходом. Небольшие задержки произошли из-за задержки поставки товаров, строительных материалов. И несоответствие проектной документации незначительной. Допустим, земляные работы в 10 раз превысили заложенную смету. А так все своим чередом идет. Сейчас в данный момент завершаются работы. Осталось козырек построить. То, что дом преобразился, видно невооруженным взглядом. Строители сняли старое бетонное крыльцо, с годами оно раскрошилось. Не стало и желтых заплаток по периметру плиток. Вместо них новый фасад, которого не могли не заметить и сами жильцы. Нормально, очень хорошо. Вот балконы сделали, покрасили стены. Там еще утепляли, по-моему. Ну, очень хорошо. Новые фасадные панели и в многоквартирках по улице Автодорожная.
В этом году для обшивки этих домов применялся совершенно новый материал. Это фасадная монопанель, которая является не только не горючей, но и энергоэффективной. Подрядчики обещают, что в квартирах жильцов этой зимой будет тепло. Во-первых, благодаря трехслойной конструкции панели не только сдерживают тепло, но и не пропускают холод, благодаря чему в первую очередь жильцы должны сэкономить на квартплате. Так ли это, покажет зима. Но то, что эстетически стало красиво, здесь не поспоришь. Лучше, конечно. Конечно. Не то, что он такой какой-то убогенький стоял, а сейчас стоит как более-менее веселый. Ну, говорили, что теплее станет из-за новых материалов? Ну, должно. Скорее, вот это у нас постоянно ветер оттуда дует. У нас же, как в Туймаду долину заходит, же он оттуда ветерок дует. И всегда вот в этих домах. Затраты только на обшивку одного дома составили порядка 25 миллионов рублей. В следующем году работы здесь продолжатся. По следующим конструктивам, как теплоснабжение, электроснабжение, водоотведение и другие, сейчас проводятся аукционные мероприятия, будет отбираться подрядные организации и дальнейшие конкурсные процедуры пройдут. Из 244 многоквартирных домов, которые в этом году подлежат капремонту по всей республике, на стадии завершения более 60. По остальным домам работы будут проводиться до наступления холодов. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. А мы вновь выходим на прямую связь с Владивостоком. Там, на острове Русский, в рамках Восточного экономического форума работу начнет выставка «Улица Дальнего Востока». До 7 сентября на данной локации будут представлены регионы округа. Подробнее о работе выставки нам расскажет Власий Сергеев. Прямо сейчас он находится с нами на прямой связи на улице Дальнего Востока. Власий, здравствуй. Расскажи, что ждет посетителей и участников ВФ на этой выставке. Валерия, здравствуй. Да, абсолютно верно. Я сейчас нахожусь на улице Дальнего Востока, на которой в последующие 6 дней будут представлены все 11 округов Дальневосточного федерального округа. Выставка, как и сам форум, стартует в 6-й раз. И знаете, друзья, вот если проводить аналогию, то эту выставку можно сравнить с нашим национальным праздником ИСЭХ. Ведь у каждого округа есть своя локация. И сейчас, вот несмотря на то, что не так уж и много людей, да, у нас еще выставка не началась, вот все равно в воздухе царит атмосфера единства и атмосфера действительно масштабного праздника. Ну, как вы можете видеть, да, эта улица протяженностью порядка 400, наверное, метров. И начиная с сегодняшнего дня на главной сцене, которая располагается рядом с улицей, будут выступать творческие коллективы, которые представят свои презентационные ролики, раскрывающие уникальность и суть, да, каждого округа. Они будут также работать в демонстрации кинопоказов и демонстрации различных спортивных показательных выступлений. Ну и, конечно, многое другое ждет участников и гостей этой выставки. Ну а выступления всех регионов, я хотел бы отметить, распределены по дням работы выставки. Так, сегодня в первый день на главную сцену выставки выйдут представители Приморского края. Что касается Якутии, то команда нашей республики выступит 4 сентября. Что же подготовили, да, наши земляки, мы узнаем во время следующего включения, в рамках которого мы поговорим с представителями якутской делегации. Ну а если говорить о главных целях и задачах выставки, то председатель организационного комитета форума, полномочный представитель президента России в Дальнем Востоке Юрий Трутнев сказал, что выставка признана показать участникам и гостям Всероссийского экономического форума, почему же мы любим Дальний Восток и ценим и верим в его потенциал. Ну, а почему же мы любим Дальний Восток и верим в его потенциал, мы можем в очередной раз убедиться во время торжественной церемонии открытия выставки. Мне работники выставки подсказали, что открытие у нас состоится сегодня вечером. В ее концепции у нас будет путешествие юной героини на бумажном кораблике под названием «Я люблю Дальний Восток». И этот кораблик проплывет по всем 11 регионам. Ну что ж, у меня на этом все. Я передаю слово студии. Благодарю, Власий, за подробную информацию. Мы продолжим следить за тем, как проходит форум. А я напомню, что с нами на прямой связи из Владивостока был наш корреспондент Власий Сергеев. К этому часу это все новости. Хорошего дня.